Здравствуйте, с вами снова Геннадий Волощенко. Хочу еще затронуть последний раз тему посадки черенков в контейнеры, потому что некоторые подписчики пишут и интересуются, как с большими корнями бороться, как их садить. Вот хочу вытянуть сейчас саженцы с большими корнями и еще раз посадить на ваших глазах. Сейчас мы это и сделаем. А вот, кстати, саженцы, кишмыш столетия американский, я его садил 20 марта, по-моему. Я ссылочку оставлю, можно будет посмотреть. Смотрите, что с ним случилось, можно посмотреть прямо на глазах. Вот как он садился, какие были побеги, и корни там были большие, и вот какие они корни сейчас стали. Смотрите, разрослись, вот, допустим, тут глазок только просыпается, только просыпаться начинает на этом. Ну, корни уже... Смотрите, какие мощные, хотя садились они большими, как все переживают, поломаются. Вот. Ну и любой саженец тут возьми. Вот, например, любой саженец тут с хорошей корневой системой уже, отличной корневой системой, хотя садились они большими, как все боятся, что поломается. Ничего не ломается, все нормально и все красиво. Покажу, как я сажу эти саженцы с большими корнями, чтобы снять этот вопрос один раз и навсегда. Вот мы разберем сейчас этот культиватор. Здесь у нас 4 или 5 кустиков столетия осталось. Кишмыша столетия, который в прошлый раз не укоренился, мы их поставили назад. В прошлый раз у нас совсем не захотел окореняться Байконур. Мы посмотрим, что с ним произошло сейчас. Корни пустил он или не пустил. Ну и тут всякие разные сорта еще тоже, которые раньше не хотели укореняться. Сейчас посмотрим, что с ними произошло. Байконур. Что с Байконуром? Он в прошлый раз тоже не захотел окореняться. Почему-то совсем. И так и не хочет Байконур укореняться. Не хочет. Почему? Непонятно. Ага, вот. Корни у Байконура. Есть корешки маленькие. Если честно, не люблю я такие корешки. Я люблю большие, которых все боятся. Ну, где у нас еще один? А, вот он. Ну, калуса много, корней нету на Байконуре, и все. Почему? Не знаю. Ну, будем еще его садить. Надо добиваться. Я эти черенки купил. Нужно их как-то окоренить все равно. Видите, как получается? Одни укореняются за 3 недели. И хватает им и большие красивые корни. А некоторые, блин, за месяц и дольше не хотят. Тут особенно огорчает меня Байконур. Почему так туго он не хочет укореняться? Я в этом году покупал много сортов. Подарок не святая, Заря не святая, Академика Визба, Атос, Памяти учителю. Много сортов, все они окоренялись чудесно. Здесь почему-то Байконур уперся и все. Ну ничего, будем укоренять его и дальше, сдаваться не будем. В этом культиваторе уже у нас были всякие не укоренившиеся раньше черенки, и как бы они и сейчас не очень укоренились. И в общем нашел я всего лишь 2 тут таких с хорошими корнями, с большими, из тех, что раньше не укоренялись. Покажу сейчас, как я их посажу. Может, еще там буду разбирать один культиватор. Может, там найду тоже большие корни. Все-таки хочу показать, как садятся большие корни. И не ломаются, и чудесно дальше растут. Вот берем мы пакетик. О них у меня видео есть. Кто желает, найдет. Сыпем сюда земельки сухой. Про землю у меня видео есть. Кто желает, тот подпишется и найдет. Вот так вот мы делаем. Берем саженец с большим корнем, ложим его аккуратненько, закручиваем немножко. Вот так вот мы его садим. Ну, вот посмотрите, как он там лежит. Всасывающие корешки уже маленькие отходят от основного корня. Вот так вот он лежит. И так мы его присыпаем дальше. Присыпали. Это виноград Преображения.
с моего участка даже, когда обрезал, отрезал весной. И сейчас вот он окоренился, и сажу. Почка, я думаю, тут откроется, все будет нормально. Вот так вот я его посадил. И все с ним нормально, ничего я не поломал. Водичкой мы его польем, она утрамбует все это дело. И все с ним будет хорошо. Берем второй. Ну и второй таким же образом. Все точно так же. Насыпаем чуть больше половины даже, чтобы корень был повыше. Ставим его сюда, прокручиваем немножко. Вот он чудесно становится. Так его немножко типа вниз, чтобы он сразу стартовал вниз. И присыпаем. Такому корню легче стартануть, легче начинать жизнь, чем маленькому никудышнему корешку. Вот это он желтенький, потому что он был в темном месте. Все силы шли из черенка на корневую систему. Ну, он через несколько дней станет зелененьким, пойдет в рост. Это уже не первый раз такое, и на Юпитере такое было. Тоже они стояли в темном месте. Сейчас они уже зеленеют и зеленеют. И все с ними хорошо. Вот я принес еще один кельчеватор. Это тоже у нас кишмыш Юпитер американский. В прошлый раз было видео, был этот полный кельчеватор. Мы его разобрали, большую половину, посадили. А это осталось то, что поставили дальше на окоренение. Хочу все-таки найти корни побольше. Очень большие корни хочу найти и посадить, чтобы было более наглядно, как садить большие корни и почему не стоит их бояться. Смотрите, какие огромные и как они распустились. И вот такие вот коренища мы будем садить. Вот, например. Вот сейчас я посажу этих два кустика на ваших глазах. И чтобы вы в будущем не боялись больших корней. Берем мы, насыпаем опять же в наш пакетик земельки. Берем этот большой и красивый саженец. И аккуратненько его туда закручиваем. Это уже корни переростки, конечно. Туда их залаживаем. Они там себе место найдут. В любом случае. Стараемся, чтобы они все были вниз. Вот таким вот макаром я их уложил. Беру, присыпаю. И полью потом. Полью, земля уплотнит корни. И будет им хорошо, влажно и комфортно. Даже если какой-то корешок где-то и отломался, их вы видели там очень много. И они очень мощные, как бы это никаким образом не помешает развитию саженца. И польем чуть позже. И садим мы второй череночек. Вот так вот прокручиваем. Залаживаем. Глаза боятся, руки делают. Зато с такой корневой системой его хоть сейчас на постоянное место можно садить. Но погода нам пока этого не позволяет. Тут вот, которые сильно высоко, несколько корешков мы их даже оторвем. Они не нужны нам.
аккуратненько, потом польем. Вот даже урожай уже Юпитер американский желает нам давать. Смотрите, какие гронки. Ух, Юпитер. Он самый упорный, больше всех хочет давать урожай. Но мы его, этот урожай, оторвем, пока он нам не нужен. Всем нам удачи, не бойтесь ничего. Все у нас будет хорошо. Всем нам хороших урожаев. Подписывайтесь на канал. Будем дружить, общаться. Всем спасибо, до свидания.